Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема у нас будет такой: чего совсем не ждете, но что обязательно с вами в вашей жизни случится. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, ну и, конечно же, задайте вопрос. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, кто-то прям летит в вашу жизнь, летит человечек в вашу жизнь на транспорт, машина, возможно, даже поезд, что-то быстро едет, человек очень спешит. Вы понимаете, либо вы не ждете человека именно сейчас, либо в принципе даже не догадываетесь, что человек приедет. Это как сюрприз вам идет, такая неожиданность, да? Человечек вас вот желает обрадовать и как врасплох вас застать. Кстати, вот эта встреча, она такая яркая будет, такая необычная, очень приятная. Очень много положительных эмоций идет, очень много смеха, улыбок, объятий, теплоты. Вот прям добро, да, вокруг вот исходит добро. Очень хорошо, кстати, проведете время. И если какие-то были у вас конфликты, какое-то недопонимание, поверьте, вот никто об этом не вспомнит. Вы как будто бы с нового листа начинаете ваши отношения, и как в лучиках солнышка вы купаетесь. Очень приятно будет. И, кстати, да, с этим человеком у вас вот как, может быть, даже какие-то тоже поездки будут, либо вы в каких-то очень интересных местах вместе побываете, да, вот возьмет вас человек и скажет: а пошли в ресторан, а поедем туда, а посмотрим на то. Там по магазинам пройдемся, да, что-нибудь там купим, подберем. Очень так себя ярко проявит этот человек. Ну, одним словом, подарит вам хорошее настроение и прям действительно праздник. Дальше, мои хорошие. Вот здесь наконец-таки какой-то мужчинка решится. Мужчина, честно скажу, да, он боится. Он очень боится перемен в своей жизни. Он боится совершить ошибку, допустить ошибку. Очень боится. Его прям, знаете, поджилки трусятся, когда он об этом думает. Он боится разочарований больше, чем, например, боли. Такой интересный человек. Долго он топтался на одном месте, а теперь смотрите, какими бодрыми шагами он пойдет в вашу сторону. То есть, если вы просто переглядывались, и у вас была симпатия, и он себя особо никак не проявлял, тут вплоть до того, что он скажет: давай вместе жить. Да? Либо пойдем подадим заявление. Все, я все понял, я без тебя не могу, хочу быть только с тобой, женимся, там, съезжаемся, вместе куда-то уезжаем. То есть как-то вот прям радикальные такие решения пойдут, вы просто обалдеете. Будете на него смотреть и говорить: мужчина, а вы вообще кто? Я того другого помню, он был настолько скромный, настолько нерешительный, а вы прям огонь. Да, вот прям смешно даже будет. Вот как он себя начнет вести. Вы даже с кем-то будете об этом говорить, и вам будут говорить: да ну нет, что он не может быть. Ты что-то путаешь, да? Тебе приснилось. Но это действительно будет так. Вот такие какие-то радикальные изменения происходят в человеке, то он, извините, кота за хвост тянул, а теперь он начнет прям бежать впереди паровоза. Вот так себя поведет. А вас, кстати, это даже в какой-то момент может напугать. Такой прям напор, да, все, давай здесь и сейчас. Да, вплоть до того, что скорее рожай. Я уже хочу быть отцом. Ну, такое поведение. Но пусть лучше так, девочки, пусть лучше так.
что-то вот действительно с ним могло произойти, что-то он мог услышать, увидеть, о чем-то там догадаться, подумать. Это нормально, это метаморфозы, он взрослеет, он понимает, что время очень быстро уходит, он его попросту терял, да, все это время попросту терял, сам себя лишал счастья. Ну, как говорится, вы свое счастье дождались. Так, дальше идем. Здесь вот по троечке каких-то 3 важных ситуации. 3. Как-то очень легко и быстро решаться. Очень легко. Вы, может быть, сейчас сидите, думаете, вот как бы мне этим заняться, с какой стороны подойти, у кого помощи попросить, как я буду это все делать. Ну, прям план составляете. А пойдете решать, и там вам быстренько все оформят, сделают, и здесь помогут, и тут никаких вопросов не возникнет. Очень быстро разрешите все свои проблемы, все свои ситуации. Вот вы больше времени тратите на подготовку, чем вот сам процесс займет. Вы, кстати, будете очень удивлены, и для вас это прям, ну, как чудо будет, да, чудо, так и настроение у вас поднимется, и в себя поверите, да, и в то, что на самом деле все очень можно быстро порешать. Дальше, мои хорошие, здесь такой человек вышел, который к вам очень плохо относился. Либо вы от этого человека никогда ничего хорошего не видели, не ждете ничего хорошего. Да? Ждете, может быть, проблем, может быть, неприятности, может быть, стебался этот человек, может быть, ну, приставал к вам, да? Там, диктовал какие-то свои правила, условия. Вы как, может, даже побаивались этого человека, либо реакции этого человека. А тут человек вот как на 180 градусов поворачивается. Во-первых, как-то он утратит к вам интерес, ну, в плане вот этого стёба, и вы намного меньше будете встречаться с этим человеком. Это еще не ушел, но уже, знаете, как повернулся в сторону двери. То есть у вас появится больше как место для маневра, у вас появится больше каких-то возможностей, вы посвободнее себя начнете чувствовать. То есть произойдет вот такая разительная перемена, но там, знаете, как его как отвлекают от вас и ну, как переключают внимание на другую проблему, там, либо на других людей, туда уходит. А у вас прям, смотрите, как вот свобода идет. Свобода, и вот страхи уходят, переживания, вы уже знаете, как в хорошем настроении. Если это на работе было, начальник злой, то вы в хорошем настроении идете с удовольствием на свою работу. Понимаете, что там вас никто трогать не будет и доставать вас тоже не будет. То же самое, если в семье какие-то родственники там, ну, против вас там, да, выступали периодически, то же самое думаете, ну, замечательно, замечательно, теперь меня никто не трогает. Может быть, ваша свекровь на дачу уедет, да, на все лето, допустим, да, либо куда-то кому-то переедет. То есть у вас вот прям время как благодати наступает. Это замечательно. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня какой-то соревновательный момент, спор, соревнования, конкуренция, какие-то вот, знаете, как гонки с кем-то, да, кто лучше, кто хуже, кто кого, да, одним словом, кто кого. Причем я так понимаю, что вы не хотите ни с кем соревноваться. Человек как будто бы вас все время вызывает на эти батлы и говорит, ну вот, отвечай мне, да, вот я сделал то-то, то-то, а ты мне отвечай. Здесь вот какой-то справедливый суд произойдет. И уже не вы как будто бы с друг другом соревнуетесь, а вот какой-то человек при должности, либо при какой-то позиции, может быть, власть имеет, как будто бы этот человек вынесет справедливый суд. То есть вас однозначно признают победителем. И знаете, как человек вас возвысит, либо какое-то предложение поступит, которое вас возвысит. Здесь победа за вами, вам все почести. Ну, а этому человеку, как говорится, забвение. Так, здесь у меня в семье, но семья, смотрите, женщина с детьми. То есть я мужчины рядом с вами не вижу. Может быть, и был кто-то, ну, как общались вы с кем-то, да, но там ничего не получилось, и как-то все на нет сошло. Вот либо отец детей на порог идет, либо мужчина, который захочет быть отцом для ваших детей. Интересный человек,
человек, который пережил какую-то трагедию, пережил какие-то большие неприятности, и вот он полностью поменялся. Ну, допустим, если это ваш бывший, который в свое время, скажем так, отказался от вас, от деток, ушел там в свои интересы, да, в свой там какой-то мир иллюзий и свободы, то есть пережил какую-то большую неприятность, очень сильно его так прям жизнь ударила, да, он восстановился, очень долго восстанавливался, и вот человечек решил, что с меня хватит, у меня счастье было, у меня была радость, у меня была жена, у меня были дети, у меня было будущее, и какой же я дурачок, что от всего этого отказался. То есть человек придет, с вами поговорит, все расскажет, причем будет крайне убедительным. Почему? Потому что правду будет говорить. То есть вы это будете не только слышать, но и будете чувствовать вот его посыл. И я думаю, что вы этому человеку дадите шанс. Пусть не сразу, да, там, как ушел, да, с какого места ушел, на то и вернулся. Но тем не менее, по крайней мере, там, разрешите там, приходить, больше там, встречаться с детьми, помогать вам. Ну и потихонечку, знаете, как отношения могут восстановиться. А у кого-то из девочек отыграется, что мужчина вам сейчас не знаком, но мужчина также пережил какие-то серьезные трагедии, большие неприятности в своей жизни. Может быть, даже как потерял там в каком-то тяжелом, страшном случае там свою семью. То есть, такой надорванный немножко, долго восстанавливался. И этот человек, он будет счастлив, он будет плакать от счастья, если вы позволите вот в лице вас и ваших детей обрести ему семью. Вот ему очень хочется быть мужем, ему хочется быть отцом, ему хочется приносить пользу, ему хочется делиться своей мудростью, ему хочется любить, дарить свою ласку и заботу. То есть какой-то прям человечек, прям жаль его, да, что пережил много неприятностей. С другой стороны, очень сильный, очень позитивный, с таким прям стержнем серьезным. Вот идет в вашу жизнь, знакомство будет, общение будет. И знаете, вот действительно такая идеалистическая картинка, да, там муж, жена и детишки. Кстати, мужчина может обладать какими-то серьезными материальными запасами, то есть у него может быть дом, дача, там, машина. Вот он все как будет делить поровну между всеми, то есть никто ни в чем нуждаться не будет, и абсолютно не жадный впустит вас не только в свое сердце, да, но и в свой дом, поделится тем, что он имеет. Кстати, очень замечательно. Если мы говорим о бывшем, то будет стараться, чтобы у вас был дом. Вот почему-то хочется дом. Я не знаю, там, семья живет в доме, там где лужайка, там садик, что там огородик, где есть место, где дети могут там играть, там домашние животные. Вот дом идет. Кому-то, кстати, из девочек действительно вот по судьбе жить в своем большом доме. Может быть, у вас сейчас нет даже своего угла. Может быть, вы арендуете, там, скитаетесь там, с одной квартиры на другую. По судьбе идет дом. Дом, причем это ваш будет дом. Да, вот, либо документы будут на вас оформлены. То есть вы там как хозяйка получаетесь в этом доме. Вам жить в доме, поэтому даже не переживайте, не думайте об этом. А как придет, мне здесь не показано, но то, что своя крыша над головой будет, это 100%. Так, идем дальше. Здесь какие-то моменты, связанные с секретами и с тайнами. Что-то от вас было долго скрыто, какая-то информация к вам не поступала. Это касается каких-то, может быть, ваших планов, либо неудавшихся каких-то планов. То есть вы что-то делали в прошлом, вы пытались что-то получить, либо чего-то добиться. Не случилось, не срослось. Вас там ждало разочарование. И вы так и не поняли, да, почему не получилось. Тут пойдет информация. Причем информация такая поучительная. Воспользовавшись этой информацией, скрытой этой, да, информацией, вы сможете еще раз попробовать, и этот раз будет удачный. То есть если дело касается работы, либо обучения, либо оформления каких-то документов,
То есть пойдет информация, и в этот раз у вас все получится. Не бойтесь пробовать, однозначно не бойтесь. Еще раз говорю, в этот раз вот прям на ура у вас все пойдет. Прям быстро все решится. Как-то прям в один клик, может быть, даже, да, как-то так идет. Дальше, мои хорошие, тут разочарование идет. Разочарование в какой-то подруге, либо в какой-то женщине. Женщина очень долго, ну, может быть, там, с вами общалась, дружила, там, навязывалась подруге. Но при этом, возможно, сплетничала за вашей спиной, либо накручивала людей против вас. Может быть, сливала о вас информацию. То есть вы с ней поделились там по-дружески, а она тут же там, да, вышла за порог и уже, ну, как сарафанное радио, да, понесла эту информацию там, по всему подъезду, либо по всем коллегам, если это на работе. То есть вы в этой женщине, ну, и разочаруетесь, может быть, вы уже разочаровались, но вот как вы блок поставите между собой и этой женщиной. И знаете, вот после этого вы почувствуете, что вам стало легче. Вы, когда с ней общались, дружили, вы ведь всегда чувствовали это напряжение, что она не с добрым, ну, не по-доброму на вас смотрит, да, и сердце у нее недоброе. А теперь, как вы это признали, приняли и заблокировали эту женщину, и стало намного легче, намного. Мало того, здесь вот еще сближение идет с каким-то молодым человеком, может быть, коллега, может быть, сосед. Вот этот молодой человек, он вам еще что-то расскажет про эту женщину, то есть как еще подтверждение вам даст. Может быть, еще какие-то гадости, пакости она делала. А вы будете думать, да, почему там раньше никто не говорил. Но люди как бы жалели вас, да, видели, что вы дружите, не хотели, может быть, вас разочаровывать. Такой момент тоже может быть. Так, мои хорошие. Здесь у меня какой-то мужчина непонятный вышел. Непонятный абсолютно. Ни вашим, ни нашим. И, возможно, он женат, возможно, у него даже несколько каких-то романов. Вы с этим человеком как случайно встретились. Может быть, вы были в отношениях, да, у вас встреча с этим человеком идет. Вы запомнили его очень ярким, очень таким, ну, как красавчиком, да, соблазнительным и прочее, прочее. А вы его не узнаете. Какой-то истаскался, опустился, какой-то вот прям болезненный вид у него. Вот, выслушайте от этого человека грустную историю и признание. Признание в том, что вы были самой и навсегда самой останетесь. Поплачется он на свою судьбу несчастную, на то, что был дурак, на то, что совершил действительно опрометчивый поступок, когда не смог сохранить ваши отношения, не смог вас рядом удержать. То есть, возможно, вы думаете, что у него все хорошо, что он там, ну, всего добился, да, такой весь успешный, там, живет, ни в чем себе не отказывает. Когда увидите, просто в ужасе будете, да, как человек истаскался. Ну, кто ему виноват? Кто? Да, вы предлагали ему любовь, вы готовы были даже на какие-то жертвы ради этого человека. Ну, не понял, не оценил, ну, то все, он получил по заслугам. Знаете, он вам какую-то очень приятную вещь скажет. Вот атмосфера разговора будет не очень, а вот что-то он вам такое скажет, что согреет вашу душу. Прям такой, знаете, вот теплый лучик вам подарит. И это будет правда, мои хорошие. Правда о вас, и вы никогда не должны забывать об этой правде. Вот такой вот человек. Он даст вам очень точную характеристику, вот как есть. Это будет приятно. Так, идем дальше. Здесь у меня есть человек, который потерял работу, либо никак не может найти работу. И у вас уже какая-то волна отчаяния пошла, да, что все, впереди голодные дни, там протянутая рука, ну, как бы ересь какая-то идет. Вы простите, что-то говорю, я просто вижу, что вас ждет, поэтому могу себе позволить такое сказать. Смотрите. Какой-то вот человек при должности, либо, может быть, погоны носит, либо как титул у него есть, ну, то есть, знаете, как называют, депутат, да, глава совета, ну, вот как чин, да, не титул, неправильно сказать, чин у него какой-то есть. Вот вам этот человек работу предложит.
предложит, причем гораздо лучше, чем вы могли бы там рассчитывать, чем вы там искали сами для себя. То есть какое-то прям предложение, что вы обалдеете, вы скажете: позвольте, но у меня, например, нет опыта, либо у меня нет, скажем так, образования, да. А он вам скажет: да ладно, я ведь тебя знаю, ты хороший человек. Я вот в твои глаза смотрю, вижу, что не подведешь. И вот вас прям, так знаете, как говорят, по блату, да, по знакомству, по блату вас пристроят в очень даже неплохое место. И те, кто в вас сомневался, будут локти себе кусать. Понимаете, когда им будет плохо, а у вас все будет замечательно. Вот место, куда вы устроитесь, оно прям такое очень теплое и надежное. То есть вам там уже не будут грозить ни сокращение, ни увольнение. И у вас там стабильность пойдет. Вот стабильный доход, постоянный. Он не будет зависеть от каких-то там факторов, да, там, если работать на частном предприятии. То есть вы там как на гарантии будете сидеть. Может быть, это действительно государственная сфера. Вот, очень-очень повезет. Прям тьфу-тьфу-тьфу, да, пусть поскорее это случится. Но вы не отчаивайтесь, серьезно говорю. Вот у вас вот прям в обозримом ближайшем будущем, то есть в течение там месяца, да, может быть, чуть поменьше, вот это предложение к вам идет. От такого вот высокопоставленного чиновника, либо человека, который при погонах. Так, еще кому-то очень тяжело. Тяжело то ли двигаться, то ли передвигаться. Там ножки больные, суставы. Может быть, даже какие-то травмы, переломы были у кого-то. Да? Вот прям тяжесть у вас идет. Смотрите, вам будут назначать какую-то терапию. Либо какие-то аппараты, которые разгоняют там лимфу, либо улучшают кровотоки. А может быть, еще и как... Ну вот на гимнастику не похоже, на какие-то аппараты похожи. Не знаю, что-то будут вам там прикладывать, может там электричество какое-то, да, что-то будет работать. Очень вам поможет. Не отказывайтесь. Может быть, вы в это не верите. Можете скажете: ой, ерунда какая, не хочу. Идите, обязательно идите. Это ваш шанс восстановить ваши ноги, ваше здоровье. Поверьте, оно того стоит. Результат будет просто потрясающий. Так, и операция у меня еще тут кому-то. Не могу понять, то ли вы хотите операцию, то ли кому-то вы хотите операцию. Может быть, за родственников переживаете. Операция будет, но не там, где вы хотели. Может быть, даже не в том городе. Как будто бы куда-то придется ехать. Но поверьте, там место будет шикарное. Там и врачи все шикарные, и аппаратура шикарная, сервис там на высшем уровне. То есть сделают прям по высшему разряду. И если вы, как знаете, привыкли, что вам в жизни не везет, вот тут действительно повезет, очень повезет. Не забудьте поблагодарить высшие силы каким-нибудь откупом, либо кому-то хорошее дело сделайте. Если у вас с денежками совсем беда, да, купите булку хлеба, просто птичкам покрошите. Птички, они ведь по небу летают, ближе к Богу. Вот, то есть выразите свою благодарность. Здесь вот однозначно, прям как счастливый случай, вас увидят, вас услышат и вам помогут. Тут от высших сил вам идет. Так, но еще напоследок хочу сказать про какую-то случайную встречу. Тут прям действительно случайная встреча. Как, знаете, ничего не предвещают, а люди встречаются. Либо, знаете как, может быть, на какой-то поездке, либо на каком-то мероприятии. Может быть, знаете, как случайное знакомство, и тут же встреча идет. Как бы, знаете, человека там увидели, а через там несколько часов вы с этим человеком опять столкнулись. Какой-то очень хороший, приличный, воспитанный человек. Человек очень добрый и надежный. Я не могу сказать, для любви, для помощи, для, может быть, службы, для бизнеса. Но вот идет такой человек в вашу жизнь. Человек, который подставит вам плечо. Вот именно свое плечо. Либо вас на спину к себе посадит, да, и повезет. Вот такой человек идет в вашу жизнь. Не могу тоже сказать, мужчина или женщина, но как ангел. Ангел, вот встреча с ангелом. Вот настолько человек хороший, настолько человек к вам с добром идет. И вот тот момент, когда он будет больше всего вам нужен, вот тогда он и появится, понимаете? Вот не стесняйтесь, знайте, что это посланник небес, что вам действительно помогают, посылают вам эту помощь. Предлагают помощь, берите, не отказывайтесь.
Поверьте, это вам во благо. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.